Уважаемый суд, вам предстоит оценить законность уникального приговора. Уникальность состоит в том, что при его вынесении судом были нарушены важнейшие положения закона. Нарушено практически все, что можно было нарушить. Часть из них озвучил адвокат Султан Касумов. Чтобы не занимать много времени, я даже не буду останавливаться на всех нарушениях. В этом нет особой необходимости, ибо приговор, вынесенный в отношении меня федеральным судьем Налаевой, не имеет ничего общего с законностью. Этот приговор является позором судебного сообщества Чеченской Республики и даже всей Российской Федерации. Почему так получилось? Дело в том, что суд попал в очень сложное положение по причине того, что из материалов дела пришлось исключить неправосудное решение заводского суда города Грозного о признании рассматриваемых судом моих книг экстремистскими. Выпало неоспоримое доказательство наличия в них экстремистских высказываний. К такому повороту сторона обвинения не была готова. Иных доказательств их экстремистского содержания следствию добыть не удалось, в связи с чем прокуратура и Следственный комитет заказали судье Имаеву вынесение упомянутого неправосудного решения. Без него дело фактически развалилось. Спасая положение, суд вместо объективного разбирательства, заняв сторону обвинения и фактически подменив его собой, делая нарушение за нарушением, подвел себя к вынесению обвинительного приговора. Сторона обвинения на протяжении всего процесса доказывала только факт написания, издания и массового распространения указанных книг. Вопрос доказательства экстремистского содержания повис в воздухе. Доказывать его было нечем. Соответственно, вопросы наличия умысла и мотива обвинением также не затрагивались. Пункт 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 года номер 11 о судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности определяет следующее. Вопрос о том, является ли массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, преступлением, предусмотренным статьей 282 УК РФ, или административным правонарушением, статья 2029 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, должен разрешаться в зависимости от направленности умысла лица, распространяющего указанные материалы. Только в случае, когда лицо распространяет экстремистские материалы, включенные в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, с целью унизить достоинство человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка происхождения, отношения к религии, равно принадлежности к какой-либо социальной группе, содеянное им должно влечь уголовную ответственность по статье 282 УК РФ. В моем случае не только не доказан умысел, но и сами книги, в написании и распространении которых меня обвиняют, не включены в федеральный список экстремистских материалов. Вопрос наличия в них экстремизма суд не рассматривал вовсе. Это безусловное основание для отмены приговора. Пункт 8 того же постановления гласит: преступление, предусмотренное статьей 282 УК РФ, совершается только с прямым умыслом и с целью унизить достоинство человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе. Не является преступлением, предусмотренным статьей 282 УК РФ, высказывание суждений и умозаключений, использующих факты межнациональных, межконфессиональных или иных социальных отношений в научных или политических дискуссиях и текстах, и не преследующих цели возбудить ненависть либо вражду, а равно унизить достоинство человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности,
языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе. Книги автора – это научные исследования, научные тексты, направленные на поиск места его народа в древней истории мира. Иного на суде установлено не было. Доказательств наличия умысла унизить чье-либо достоинство ни в протоколе судебного заседания, ни в приговоре нет. Поэтому в соответствии с пунктом 8 указанного постановления их написание и издание не является преступлением, предусмотренным статьей 282 УК РФ. Это безусловное основание для отмены приговора. В приговоре суд отмечает, что вина подсудимого доказана заключением эксперта отдела криминалистики Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан от 13 марта 2017 года, с выводами которого подсудимый не согласен, утверждая, что оно сфальсифицировано и не дает полного ответа на поставленные следователем вопросы. В ситуации, когда сторона защиты не согласна с заключением экспертизы и мотивировала свое несогласие указанием на подлоги и противоречия, имеющиеся в заключении, смотри протокол, страница 118-125, а также на предварительном следствии и на предварительных слушаниях и на судебном заседании, неоднократно заявляла ходатайство об исключении этого заключения из числа доказательств, но неизменно получала отказ, суд был обязан удовлетворить ходатайство защиты о приводе эксперта на судебное заседание. Однако суд отказал в вызове эксперта Аджиматовой, сославшись на несуществующую в УПК норму, которая якобы требует завершить рассмотрение дела в течение 2 месяцев. Таким образом, нарушены мои права на защиту, что является основанием для отмены приговора. В приговоре имеются взаимоисключающие заключения. Так, на странице 10 написано следующее. Судом установлено, что показания свидетелей, за исключением показаний родных и друзей подсудимого, данные как на предварительном следствии, так и в судебном заседании, последовательны и логичны. Суд признает их достоверными, правдивыми и допустимыми. Оснований подвергать их сомнению у суда не имеется. Однако следом на странице 11 судья пишет прямо противоположное. Свидетели Джангарова и Джабаева суду пояснили, что они занимались реализацией книг Ибрагимова, но неустановленные лица забрали книги и полученные от их реализации денежные средства. Когда, кто, в каком количестве, какие именно книги и какие денежные средства были изъяты, они пояснить не смогли, утверждая, что не запомнили ни фамилии, ни внешности. И с заявлениями по этому поводу они никуда не обращались. Суд счел их пояснения голословными, так как не подтверждены какими-либо другими доказательствами. Какие еще нужны доказательства, если 3 свидетелей из разных магазинов и на предварительном следствии, и на суде дают одни и те же показания? Эти свидетели не состоят с подсудимым ни в родственных, ни в дружеских отношениях. Они даже не были знакомы с ним до поступления его книг в их магазины. Эти свидетели дали подписку, что предупреждены об ответственности за дачу ложных показаний. Родственники подсудимого в один голос подтвердили то, что собственно и хотело доказать обвинение. Да, он написал, издал и распространял книги. Почему их показания суд признал недостоверными, а аналогичные показания иных свидетелей правдивыми, тайна великая есть. Таким образом, налицо и противоречие в приговоре, и неадекватная оценка судом достоверности показаний свидетелей. В приговоре имеется целый ряд искажений показаний участников процесса, данных ими на судебном заседании. Так, согласно показаниям Ибрагимова Исы, данным им на допросе в суде, он 1 апреля 2016 года привез своего отца в мечеть Сердца Чечни, где состоялась его беседа с помощником главы республики Магомедом Хитанаевым.
После этого отца привезли в РОВД Октябрьского района города Грозного, задержали там и подвергали пыткам. 4 суток он дежурил у ворот Октябрьского РОВД. По истечении 4 суток отца увезли на встречу с главой республики, которая демонстрировалась по телевидению, после чего отпустили. В приговоре на странице 4 показания Исы Ибрагимова представлены в искаженной форме таким образом, что на пытки в Октябрьское РОВД его отца увезли после встречи с главой республики, руководством МВД и учеными. Судья Налаева переиначила показания так, что не сам Иса привез отца, а некие люди забрали его из дома в мечеть Сердца Чечни, где произошла его встреча с главой Чеченской Республики, руководством МВД ЧР и учеными для обсуждения книг. И только после этой встречи отца отвезли в отдел полиции. По версии Налаевой получается, что глава республики вместе с руководством МВД был инициатором похищения, незаконного содержания и пыток Резвана Ибрагимова, либо, как минимум, был в курсе происходящего. Согласно показаниям Исы Ибрагимова, в ночь, когда отца забрали, сотрудники РОВД приехали к ним домой и без каких-либо санкций и оформления протокола изъятия забрали компьютеры и книги, то есть совершили уголовное преступление, классифицируемое как грабеж. Судья Налаева в приговоре представила эти показания так, будто Иса по доброй воле поехал домой и привез книги и компьютеры. На странице 10 приговора судья пишет: подсудимый Ибрагимов Р.Н. заявил в судебном заседании о том, что его незаконно забрали из дома. Такие показания подсудимый Ибрагимов Р.Н. на судебном заседании не давал. Он говорил, что его вызвали в мечеть Сердца Чечни и оттуда отвезли в подвал Октябрьского РОВД. В протоколе на странице 3 зафиксированы следующие мои высказывания. Я вместе с Абубакаром Дидиевым по указанию помощника главы республики Магомеда Хейтанаева, организовавшего это преступление, был похищен сотрудниками правоохранительных органов, незаконно удерживался в подвале Октябрьского РОВД города Грозного, подвергался пыткам электрическим током, после чего был подвергнут публичному унижению с использованием средств массовой информации на известной встрече главы республики Рамзана Кадырова с историками и писателями Чеченской Республики, состоявшейся 4 апреля 2016 года. Судья на странице 2 приговора переиначила их в следующем виде. 1 апреля 2017 года неизвестные лица неожиданно забрали его из дома, некоторое время удерживали в подвале, а потом привезли в мечеть Сердца Чечни, где происходило обсуждение его книг. При этом присутствовали глава Чеченской Республики, лица из числа руководства МВД ЧР, ученые, духовенство и работники средств массовой информации. Это событие освещалось по местному телевидению. После того, как обсуждение его книг закончилось, его опять увезли в отдел полиции Октябрьского района города Грозного, где продолжились издевательства над ним. В подвале данного учреждения его пытали током, унижали его честь и достоинство. Так его удерживали на протяжении 4 суток, не давая общаться с родными и близкими. Неизвестные лица придуманы судьей Налаевой. Я таковых не упоминал. Меня по указанию Магомеда Хейтанаева забрали заместитель начальника Октябрьского РОВД и его оперативные работники. Все они известны поименно. По версии судьи Налаевой получается, что Рамзан Кадыров превратил мечеть Сердца Чечни в общественное место, где проводятся публичные встречи с учеными и представителями силовых структур для обсуждения книг с присутствием средств массовой информации, после чего, по его же указанию, силовики забирают авторов книг в подвалы РОВД для пыток током и издевательств. Данная версия крайне выгодна тем силам, которые занимаются поисками увезенных из дома сотрудниками правоохранительных органов и бесследно пропавших молодых людей.
По тексту приговора организаторам бесчинств судья Налаева представляет главу республики, вложив в уста подсудимого и свидетеля то, чего они не говорили. Ни я, ни мой сын не давали показания в той форме, в какой они изложены в приговоре. Имеется полная аудиозапись процесса. Проверяйте. А я должен уточнить, что организатором моего похищения был не глава республики, а шариатский судья города Грозного Магомед Хейтанаев, который, по его собственному признанию, совместно с Адамом Шахидовым вынес заключение, что согласно шариату я и Абубакар Дидеев подлежим смертной казни. Рамзан Кадыров пресек намечавшуюся трагедию. С какой целью судья Налаева выставляет его организатором преступления, остается только догадываться. Скажите, как мне отвечать журналистам, которые, опираясь на текст этого приговора, просят меня прояснить роль главы республики в моем похищении 1 апреля 2016 года? Как мне доказывать, что эта роль приписана ему судьей Налаевой, исказившей в приговоре показания свидетеля и подсудимого? Ведь приговор постановляется только на основе достоверных сведений после устранения всех неясностей и противоречий. Приговор является документом, на который можно ссылаться как на истину в последней инстанции. И теперь уже председателю Верховного суда Чеченской Республики придется оправдываться и объяснять, как получилось, что Верховный суд пропустил приговор с недостоверными сведениями, способный втянуть республику в очередной скандал. Представляете себе заголовки газетных статей? Таким образом, содержание приговора противоречит фактическим материалам дела, что является безусловным основанием для отмены приговора. Есть в приговоре другие фальсификации. Судья приписала мне слова и мысли, которые в ходе судебного заседания мною не высказывались. Цитирую якобы мои слова со страницы 3 приговора. Чеченцы – это Богом избранный род, которому суждено очищать и восстанавливать истинную веру, веру в Аллаха. На самом деле, в протоколе на странице 101 зафиксированы следующие мои слова. Сегодня в каждом народе есть ассимилировавшиеся с ними потомки этого рода. Все народы состоят из смеси потомков 20 первопредков. Это по ДНК генеалогии. Поэтому, если я скажу, что чеченский народ богоизбранный, я буду неправ. Я должен сказать, что в составе чеченцев есть группа людей, относящихся к богоизбранному роду. В процентном отношении львиная доля их находится в составе чеченского народа. Еще больше в процентном соотношении, по имеющимся данным, в составе ингушей. Но если возьмем аварцев, они есть и среди них. Возьмем татар, они есть среди них. Возьмем арабов, они есть среди них. Как видите, разница принципиальна. В версии суда я превозношу наш народ над всеми остальными. В реальности я говорю о равенстве народов. В любом случае, содержание приговора противоречит фактическим материалам дела. Это и есть безусловное основание для его отмены. Но это, как говорится, только цветочки. Судья Налаева сделала подлог более серьезного свойства, ставший основой для умышленного вынесения заведомо несправедливого приговора. В приговоре суд отмечает отношение Ибрагимова к еврейскому народу, изложенное в его книгах и на судебном процессе. Цитирую со страницы 2 приговора. Он в своих книгах не намеревался оскорблять или негативно оценивать этот народ. Наоборот, имел цель оградить и защитить его. Поэтому он разделил понятия евреи, иудеи и жиды. Он изложил в своих книгах, что жиды встречаются не только в еврейском иудейском народе, но и во всех других народах. И это слово характеризует отрицательные человеческие качества. Здесь все верно. Далее, на страницах 9 и 10 судья пишет. Суд пришел к выводу о том, что в авторских текстах перечисленных произведений Ибрагимова Р.Н. имеются высказывания, в которых
негативно оценивается группа лиц по признакам национальности, происхождения и отношения к религии. Так, в его книгах имеется следующее высказывание, и подсудимый в судебном заседании подтверждает его. Жюкты, в скобках евреи, иудеи, не есть люди какой-либо одной национальности. Отличить их от нынешних простых евреев или иудеев не составляет никакого труда. Утверждение о том, что он таким образом разделил понятия евреи, иудеи и жиды, охарактеризовав последних всеми отрицательными человеческими качествами, несостоятельны, так как, заявляя это в своих книгах, подсудимый указывает на определенную группу лиц по признакам национальности, происхождения, отношения к религии. Конец цитаты. Это единственная цитата из моих книг, на которую суд ссылается, признавая меня виновным в унижении достоинства группы лиц по признаку национальности и отношения к религии. Естественно, если после слова «жюкты» в скобках стоит «евреи-иудеи», это означает, что автор под «жюкты» понимает евреев и иудеев. Тогда все сказанное в книгах про жюкты жидов относится к евреям и иудеям. Вывод суда в этом случае абсолютно логичен. Однако, чтобы сделать такой вывод, судья пошла на прямой подлог. Посмотрите на страницу 32 протокола судебного заседания, где приведена эта цитата. Слов «евреи» и «иудеи», заключенных в скобки, после слова «жюкты» там нет. Нет их и в самой книге «Послание о народе Нохчи», страница 96. Эти слова не выходили из-под пера автора. Их приписала судья. Уберите эти слова, и вы увидите подлинную позицию автора, которую судья преподнесла в прямо противоположном смысле. Подсудимый неоднократно подробно разъяснял и подтверждал ее в суде цитатами из своих книг. В протоколе на странице 118-125. Вот что зафиксировано в протоколе на странице 175. Экспертиза также фактически дала отрицательный ответ на вопрос о наличии в книгах лингвистических признаков разжигания вражды, ненависти, розни по отношению к группе лиц, объединенных признаками национальности, происхождения и так далее, заявив лишь о наличии негативной оценки групп жюкты, жиды и иудеи. Но ни те, ни другие в авторской оценке не являются национальными религиозными группами. Жюкты и жиды – это прослойка людей с негативными качествами, наличествующая в среде каждого народа. Иудеи – это коранические иудеи времен пророка и современные сионисты. А вот это цитаты из самих книг, тоже зафиксированные в протоколе на странице 32. «За отход от веры и творимой мерзости Всевышний проклял часть сынов Израиля. С тех пор за ними закрепилось название Яхуда, иудеи. И не нужно причислять к последним всех, кого именуют евреями или иудеями ныне. В большинстве своем это простые труженики, истинные верующие, не имеющие никакого отношения к жидовским делам, богатство и власть придержащих мира сего. Что касается нынешних евреев-иудеев, то среди них есть и праведные, и неправедные. Их надо различать, равно как и тех, кто называет себя мусульманами или христианами. Сионистов мы обнаружим среди людей всех этих категорий. Именно они являются подлинными яхудами, людьми испорченной крови. На странице 120 протокола приведены пояснения подсудимого, что под термином «иудей» он подразумевает сионистов и прямо обозначает, что это не есть группа лиц, объединенных признаками национальности, происхождения и отношения к религии. Иного на судебном заседании установлено не было. Я еще раз акцентирую внимание на том, что судья Налаева вписала в цитату автора, использованную ею при вынесении приговора, не исходившие от него слова, которые, подобно запятой в известном выражении «казнить нельзя помиловать», изменили смысл ровно наоборот. Основываясь на этом умышленно сделанном ею подлоге,
она вынесла обвинительный приговор. УК РФ классифицирует такое деяние, как... Впрочем, вам лучше знать, как он это классифицирует. По-моему, здесь не одна, а целых 2 статьи Уголовного кодекса напрашиваются. Таким образом, содержание приговора противоречит фактическим материалам дела, и он вынесен на основании подложных данных, что является безусловным основанием для отмены приговора. Обратите внимание на имеющиеся в деле замечания к протоколу судебного заседания. Пытаясь скрыть свои нарушения в ходе процесса, судья Налаева исказила целый ряд фраз участников процесса, а некоторые исключила вовсе. Например, она мотивировала свой отказ доставить для допроса эксперта Аджаматову тем, что это затянет процесс, а он, согласно УПК, не может длиться более 2 месяцев. Соответствующий фрагмент из протокола ею был исключен, мне пришлось восстанавливать. Есть аудиозапись процесса. Файлы и временные интервалы указаны. Проверяйте. В материалах дела имеется подложный протокол судебного заседания от 12 апреля 2017 года. Согласно его тексту, заседание суда было сорвано по причине неявки подсудимого и его адвоката. В реальности в тот день скоропостижно скончалась мать судьи Налаевой, что и послужило причиной переноса заседания, о чем я был извещен секретарем Тавсултановой Жанной. Прикрывая судью Налаеву в связи с этой фальсификацией, исполняющий обязанности председателя Октябрьского суда города Грозного Тамаев присылал мне письмо с заведомо ложными сведениями. Он перенес дату смерти судьи на 8 апреля, укоротив ее жизнь на 3 суток. 6 мая прошлого года глава республики Рамзан Кадыров отчитывал судей за порочную практику осуждения невиновных людей. Мой случай показывает, что некоторые судьи выводы не сделали. Обвинительным приговором в отношении меня судья Налаева уничтожила судебную систему Чеченской Республики как орган правосудия. Когда судья фальсифицирует показания участников судебного заседания по собственному усмотрению, составляет липовые протоколы, опирается на несуществующие в УПК нормы, препятствует вызову и допросу экспертов, на основании заключения которых выносит приговор, председатель суда не гнушается письменно лгать, прикрывая судью, а прокуратура и Следственный комитет выводят таких судей из-под ответственности, это не имеет ничего общего с правосудием. Это даже не 1937 год. Это много хуже. Помимо судьи Налаевой, мною был схвачен за руку судья Заводского района Ахмед Имаев, дополнивший материалы дела подложным заявлением от моего имени. Этот факт упомянут в протоколе судебного заседания на страницах 130 и 174. Обнаруженные факты подлогов судьями Налаевой и Имаевым, материалов рассмотренных ими дел наводят на мысль, что они не являются исключениями, но могут быть установившейся практикой в судопроизводстве Чеченской Республики. Это ставит общество перед необходимостью тотальной ревизии приговоров, вынесенных судами республики как минимум за последние 10 лет. Отныне никто не может быть уверен в том, что тот или иной судья Чеченской Республики вынес справедливый судебный акт, не внося собственные правки в материалы рассмотренного им дела. Отныне никто не может быть уверен в том, что документу, исходящему за подписью председателя суда, можно доверять. Полагаю, что с озвученными обстоятельствами следует разбираться следственной бригадой из Центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации. Их местное управление отказалось возбуждать уголовное дело по факту подлога, совершенного в заводском суде города Грозного, что совершенно неудивительно. Сфабрикованное Имаевым решение о признании моих книг экстремистскими было нужно Следственному комитету, расследовавшему это дело в качестве доказательства моей вины. Имаев пошел навстречу им, они, в свою очередь, прикрывают самого Имаева. Рука руку моет. Круговая порука и явное пренебрежение законом налицо.
Уважаемый суд, вам пора начинать чистку собственных рядов. Иначе за вас это сделают другие. Нужно и судьям, по мере их заслуг, предоставлять возможность осваивать места не столь отдаленные. Они тоже граждане России, имеют право. Времени у вас очень мало. Практически у вас его нет.